Уважаемая Гульнара Сабреевна, уважаемые коллеги, я рад приветствовать вас на мероприятии, посвященном 170-летию Исмаила Гаспринского. Несмотря на большие расстояния, нас с Крымом объединяет многое, в том числе культурные традиции. Не делая углубленный экскурс в историю, только остановлюсь на некоторых моментах конца 19-го, начала 20 века, например, фондов нашей библиотеки и одного из знаковых фигур этого периода, Исмаила Гаспринского. Имя этого ученого-просветителя стоит в одном ряду с выдающимися мыслителями-реформаторами Востока, как Мухаммед Абдо и Мухаммед Аль-Афгани. Исмаил Гаспринский был широко известен среди башкирских просветителей, а газета «Таджиман» пользовалась большой популярностью в регионе. Его выписывали более 150 человек, что было не такой уж маленькой цифрой для того времени. В настоящее время в фондах нашей библиотеки имеются подшивки газет за разные годы. В коллекции периодических изданий имеются также подшивки газет «Яңы Дунья», «Новый мир», «Яшкуват» за 1930-е годы. Отдельно небольшую коллекцию составляют книги, изданные в Крыму в начале 20 века. Часть из них изданные типа литографии газеты «Таджиман», как 47 хадис шариф Гаспринского, «Мифтах аль-Рух», «Вилим Сарф», а также часть книги Даниэля Дефо в переводе на крымско-татарский язык под названием «Приключения Робинзона». Имеется дневник с портретом Исмаила Гаспринского, изданный в 1911 году в Казани. Советский период представлен книгой Мехмета Абдуллы «Уроки природоведения». Вторым выдающимся деятелем, который в прямом смысле объединил нас, был ученый и книгоиздатель Ильяс Барагинский. В Петербурге его издательстве печатались книги по истории и культуре тюркских народов, труды российских востоковедов. Например, в 1903 году он издал первую книгу будущего народного поэта Башкортостана Мажита Гафури, а в 1909 году знаменитого казахского поэта Абая Кунакбаева. В 1919 году, когда башкирская конная дивизия была направлена для защиты Петрограда от войск Юденича, в его типографии издавалась газета «Салават», названная именем нашего героя. Не имея возможности вернуться на родину, в 1919 году вместе со своей типографией он переселился в город Стерлитамак, где возглавил издательское дело. После переезда в Уфу продолжил работу в башкирском отделе издательства, а в 1924 году в журнале «Яңы Юл» была опубликована статья «50-летняя деятельность в издательском мире», посвященная Барагинскому. У нас есть несколько книг, изданные в типографии Барагинского, «Хатут Исламия», как, например, и другие. Деятельность башкирского ученого-просветителя Мухаммед Салима Умедбаева также частично связана с Крымом. В 1887-89 годах он работал переводчиком особой вакуфной комиссии Министерства внутренних дел. Он прожил несколько лет в Крыму и оставил в своих сочинениях сведения о крымском периоде жизни. В переписках отражена также его встреча с Гаспринским. Наряду с крымско-татарским писателем Осман Акчор-Краклы он является одним из первых переводчиков на тюркские языки поэмы Александра Пушкина «Бахчисарайский фонтан», которую он опубликовал в 1901 году в Казани. В 20-х годах 20-го столетия в башкирской литературе появилось большое количество публикаций о Крыме. В основном эти материалы публиковались в литературном журнале «Октябрь», ныне «Агидель». Например, знаменитый артист башкирского театра Валиулла Муртазин после посещения Крыма в 1929 году написал очерк о крымско-татарском театре.
В 1935 году в газете «Башкортостан» опубликована статья Джаманаклы «Развитие крымско-татарской советской литературы». Затем эти связи по известным причинам были прерваны и возобновились только в последние годы. Тому свидетельство материалы из фондов нашей библиотеки. Например, в 2009 году в журнале «Агидель» была опубликована подборка стихов известного поэта Селима Шакира, в 2012 году Чебанзаде и другие. Таким образом, Национальная библиотека обладает солидным материалом по истории и культуре крымско-татарского народа. Надеюсь на то, что наши связи со временем будут крепнуть и расширяться. Желаю вам успешной и плодотворной работы в деле сохранения и продвижения нашей общей истории. Спасибо.